Доблесть батыра, конь и оружие. У казахов любой мужчина имел коня, оружие и считал себя сарбазом, воином. Традиционная система вооружения казахов XVII-XIX веков представляла собой сложную структуру, охватывающую различные виды наступательного и оборонительного вооружения. Народная терминология боевых средств ярко отразилась в казахском языке. В состав арсенала входило 5 видов вооружения. Без кароин асынды, лук со стрелами саадак, сабля, кылыш, копье, найза, топор, айбалта, булава, курзи. Ведущее положение занимали луки-стрелы, которые использовали не только на войне, но и на охоте. Казахские луки конструктивно восходят к многочисленным вариантам сложносоставного лука, бытовавшим среди тюркско-монгольских племен эпохи Средневековья. Размер луков 1,2–1,3 метра. Стрелы делали из железа или кости рога. Длина стрел в основном составляла 70 сантиметров. Высота наконечников от 3,5 до 9 сантиметров. Ширина от 1,5 до 2 сантиметров. Форма боевой головки была самой разнообразной: 2-, 3-, 4-лопастные, вилкообразная, четырехгранная или для пробивания брони. На древке наконечники крепились с помощью черенка или втулки. Для хранения стрел использовали кожаный колчан, в котором также носили лук. С помощью крючка колчан подвешивали к боевому поясу и носили с левой стороны. Широкие кожаные пояса предохраняли нижнюю часть живота и спину. Для усиления защитной функции на них укреплялись крупные металлические бляхи различной формы и массивные пряжки. Широко используемым видом холодного оружия являлись копья и пики. Для казахов характерны копья с длинным и коротким древком, с двухгранным, четырехгранным и трехгранным металлическим наконечником. Часто наконечника не было, конец древка просто заостряли и обугливали для твердости. Существенные позиции в боевых средствах казахов занимали топоры. Выделяется несколько типов боевых топоров: ак-болта – железный топор, ай-болта – топор в виде луны, кара-болта – простой топор, маленький топорик, чекан и другие. Получило распространение ударное оружие, боевые булавы и палицы. Важным элементом вооружения состоятельных казахских воинов стала сабля. Защитные доспехи казахов-кочевников по своей конструкции, форме и способу изготовления восходят к аналогичным образцам, бытовавшим в предшествующие эпохи. К наиболее часто встречающимся относятся разные виды кольчуги: байтана, комбинированные доспехи с кожаной основой и накладными пластинами, берен. Для защиты головы использовали боевые наголовья: тимир-колпак, шлем сферической формы дулыга и головные уборы: колпак, борик, кулапара, тельпек. Щиты калкан в основном делали круглой формы из деревянных досок, оббивали металлом, а изнутри покрывали кожей или кошмой. На лицевой стороне любого щита имелось по 4 металлических шишака высотой до 3 сантиметров.